Всем привет! Сегодня обзор комплектов ГРМ для Skoda Octavia 7. Рассмотрим, что внутри таких вариантов, как SKF, Contitech, INA и Gates, чтобы понимать, есть ли смысл переплачивать, к примеру, за комплект ГРМ Contitech, если внутри комплекта Contitech будет те же комплектующие, что и в комплекте от INA, но при этом Contitech будет немного дороже. То есть для этого и рассмотрим комплектность всех комплектов ГРМ сегодня. В описании под видео будут все каталожные номера, также не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. Перед заменой, конечно, ГРМ желательно осмотреть и помпу охлаждения, чтобы при необходимости заменить вместе с комплектом ГРМ и со всеми роликами. То есть раз мы уже лезем к ремням, будем снимать все, то есть было бы неплохо и посмотреть саму помпу на моменты подтекания и требует ли она замены. В среднем, в принципе, помпы выхаживают 2-3 замены хорошие, то есть 3 замены ГРМ можно не менять помпу, бывает и 4. То есть, но опять же, нужно смотреть в целом на состояние помпы. На обзоре у нас, в принципе, все комплекты известных производителей, то есть высокого качества. То есть делить их, грубо говоря, по среднему высокому качеству нет смысла, потому что и Gates, и INA, и SKF, и Contitech довольно неплохого качества. Начнем с лидера высокой стоимости. Это у нас сегодня комплект ГРМ от компании Contitech. Поставляется в своей собственной упаковке. То есть проверить оригинальность мы можем сразу. То есть на наклейке, на упаковке должна быть наклейка, на которой будет отпечатана вся информация. То есть непосредственно не на самой упаковке, а именно на наклейке, которая будет наклеена. То есть здесь у нас и каталожный номер, и применяемость, и схематический рисунок самого комплекта ГРМ. Более подробное видео уже можно увидеть на нашем канале, будет ссылка также в описании об отличиях оригинала и подделки компании Contitech, Gates, и в том числе Gates и старая, и новая упаковка, как они тоже изменились. То есть еще иногда встречаются все-таки комплекты ГРМ еще в старых упаковках, либо же ремни ГРМ тоже в старых упаковках. То есть, чтобы не купить такой, тоже можно посмотреть это видео и понять, какая упаковка уже новая, потому что если брать старые, опять же, мы возвращаемся к тому, что есть у ремня ГРМ не только ресурс, да, там 50-60 тысяч, как заявляет производитель, но и срок годности, то есть это 5-6 лет, то есть после которого его необходимо менять, вне зависимости, прошел на эти 50 тысяч или нет. Поэтому тоже, если купить старый, можно попасться на ремень, которому уже больше 5 лет, и, естественно, он может порваться, и хорошо, если не загнутся клапана. Перейдем теперь к комплектации комплекта ГРМ компании Contitech. Ремень, естественно, фирмы Contitech, собственной упаковки. На ней также есть наклейка, на которой отпечатан каталожный номер, страна производства Германия и QR-код для проверки. Также в комплекте у нас Contitech есть 3 крепежных болта и одно резиновое уплотнительное кольцо. По роликам, по комплектности у нас 2 ролика, оба они производства INA. Обводной ролик имеет логотип INA, также есть серийный номер. Если мы возьмем точно такой же ролик, но уже в комплекте от компании INA, также серийный номер и фирменный логотип INA и цветовая маркировка. То есть оба ролика абсолютно одинаковые, ничем не отличаются. Такая же ситуация обстоит и с роликами-натяжителями. В комплекте ГРМ компании Contitech ролик-натяжитель компании INA, серийный номер, фирменный логотип, и в комплекте, который INA, также ролик-натяжитель с логотипом INA и серийным номером. То есть абсолютно 2 одинаковых ролика, что в одном, что во втором комплекте ГРМ. Одно из отличий двух комплектов ГРМ INA и Contitech — это ремни ГРМ. Естественно, в комплекте INA идет ремень ГРМ INA, на нем есть фирменный логотип, сделано в Германии, и размеры. Можем проверить его на оригинальность. Если надписи не стираются усилием рук, то в данном случае у нас оригинальный ремень. Также надписи должны быть отпечатаны несимметрично, потому что ремни идут в общей заготовке и после уже чего нарезаются на необходимую ширину. Поэтому симметрия надписи не соблюдается при этом. Часто симметрия встречается на поддельных ремнях. Также можем посмотреть на внутреннюю часть ремня ГРМ. То есть она должна больше быть похожа на тряпичную изоленту, то есть не быть похожей на пластик. То есть это также нам говорит об оригинальности самого ремня ГРМ. И второе из отличий — это комплектность.
То есть к комплекту ГРМ Contitech у нас есть крепежные болты, к комплекту ГРМ INA крепежных болтов нету. И также, если вы вначале говорили, что комплект ГРМ Contitech один из лидеров высокой стоимости, то INA будет немного дешевле, чем комплект ГРМ Contitech, но при этом в нем не будет крепежных болтов. То есть есть ли смысл переплачивать за крепежные болты, брать Contitech с теми же роликами, натяжителями обводными, это уже решать каждому для себя. По стоимости между Contitech и INA будет комплект ГРМ компании SKF. То есть у нас в комплектации ремень ГРМ SKF с фирменным логотипом, ролик-натяжитель в комплекте ГРМ SKF компании Litens, есть фирменный логотип, сделано в Китае и серийные номера. Обводной же ролик компании NSK также есть и серийный номер. Комплект ГРМ компании Gates на сегодняшнем видеообзоре имеет наименьшую стоимость по сравнению с комплектом ГРМ INA, SKF и Contitech. По комплектации у нас также ремень ГРМ фирменный от компании Gates, 2 крепежных болта и 2 ролика, один обводной и один ролик-натяжитель. Ролик-натяжитель у нас с фирменным логотипом компании Gates и есть логотип NSK, сделано в Польше и серийный номер. Обводной же ролик у нас от компании INA, точно такой же, как и в комплекте ГРМ Contitech и INA. То есть на нем есть фирменный логотип и есть серийные номера. То есть абсолютно идентичный ролик, как и в комплекте ГРМ от компании INA. Подводя итог по сегодняшним комплектам ГРМ, начиная от высокой стоимости, на первом месте у нас идет комплект ГРМ компании Contitech с роликами от компании INA. Во втором месте уже комплект ГРМ от компании SKF. На третьем месте по стоимости у нас комплект ГРМ от компании INA с такими же, собственно, роликами, как и в комплекте Contitech, но гораздо дешевле. И на четвертом месте по стоимости у нас комплект ГРМ от компании Gates, в котором только один ролик у нас от компании INA и второй ролик от компании Gates. Всем спасибо за просмотр. В описании под видео будут все ссылки на наш магазин и также каталожные номера самой помпы и комплектов ГРМ для Skoda Octavia A7. Наш Instagram, Telegram и Facebook. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи на дорогах и до новых встреч!